Мобильный телефон и несколько минут времени. Этого может быть достаточно, чтобы распрощаться с сотнями тысяч, а то и миллионов рублей. Интернет-мошенничество набирает все большие обороты. Раскрыть такие преступления очень сложно. Правоохранителям удается вернуть потерянные средства единицам. Как не стать жертвой мошенников, защитить себя и своих близких? Сегодня в программе «По существу» расскажет об элементарных правилах безопасности старший оперуполномоченный отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Динар Садриев. Динар, здравствуйте. Добрый день. Вы практически каждый день по долгу своей службы встречаетесь с жертвами мошенников. Расскажите, какие схемы злоумышленников сейчас наиболее популярны и как от них защититься? Сейчас самый основной способ мошенничества – это представиться сотрудником банка, правоохранительных органов, Центрального банка Российской Федерации. В этом случае мошенник звонит потерпевшему, говорит ему о том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, а именно кто-то пытается похитить деньги со счета, кто-то пришел с доверенностью в отделение банка, находясь в городе Москва или любом другом городе. Кто-то пытается снять деньги с вашего счета. Для того, чтобы защититься, необходимо срочно снять все денежные средства со счета. Либо оформить кредит, который пытается оформить этот сам мошенник, чтобы он не мог получить второй кредит. И, соответственно, после чего обналичить денежные средства, перевести их на различные счета, которые назовут якобы безопасными счетами. А именно, это просто номера телефонов, которые пополняются через банкоматы. Соответственно, мошенник будет утверждать, что необходимо внимательно следить за каждым сотрудником банка, с кем взаимодействует, собственно, его жертва. Незамедлительно сообщать ему о том, что как ведет себя сотрудник банка, есть ли бейджик или что. Он пытается обратить внимание на любую мелочь, чтобы, так сказать, вы потеряли бдительность. Затем, соответственно, уже, когда вдруг внезапно жертва начинает понимать, что с ним разговаривает мошенник, мошенники начинают использовать новую методику, а именно звонки с подменных номеров. Так как все звонки, любые звонки совершаются с использованием интернет-телефонии в наше время, в век высоких технологий, соответственно, мошенник, используя взлом, для программы обеспечения для взлома, может использовать любой абонентский номер и звонить с любого абонентского номера. Зачастую это происходит следующим образом. Жертва, начиная понимать, что ей звонит именно мошенник, а не сотрудник банка, прямо так ему и говорит: я вам не доверяю, я никому ничего говорить не буду. Сотрудник банка якобы уже настаивает на том, что его действия согласованы с правоохранительными структурами. Это может быть как прокуратура, Следственный комитет, МВД, абсолютно любое, даже Федеральная служба безопасности. Соответственно, и говорит, что сейчас к вам позвонит сотрудник вашего регионального подразделения. Мошенник берет первый попавшийся номер в интернете, который находит, относящийся к указанной им структуре, и, совершая подмену, звонит непосредственно жертве. Там уже следующий оператор начинает говорить, что он является сотрудником правоохранительных органов. Необходимо выполнять все действия, которые говорит сотрудник банка, якобы у них проходит совместное расследование указанного преступления, даже без вашего заявления. Соответственно, и что необходимо, выполняя все указания, проследовать к ближайшему банкомату или, допустим, сообщить реквизит банк-карты только мошеннику. Может ли когда-нибудь сотрудник правоохранительных органов, любых совершенно правоохранительных органов, когда-нибудь позвонить человеку для подтверждения или, наоборот, для отмены каких-то банковских операций? Такое вообще возможно? Нет, это невозможно в принципе, так как для того, чтобы получить любые сведения по банковской карте потерпевшего, любого человека, необходимо судебное решение. Зачастую банки пытаются заблокировать денежные средства, которые пытаются отправить потерпевшие. Им приходит соответствующее уведомление на телефон о том, что ваша карта заблокирована за совершение подозрительных операций. Приходит уведомление о том, что операция не может быть совершена, так как банковская карта, на которую вы пытаетесь отправить деньги, либо скомпрометирована, либо подозрительна. Об этом приходит смс-уведомление. Но никак не звонок, да, нужно отметить? Никак не звонок. Только смс-уведомление. При этом, к несчастью, люди не читают этих смс-уведомлений. Вот. Они также не читают уведомления о том, что, где прямо сказано, что, сообщая этот код, вы потеряете денежные средства. То есть у вас будет списана определенная сумма. То есть вместе с тем люди просто бездумно сразу находят цифры в смс-ке и диктуют их.
мошенник сразу же в этот момент их использует и списывает денежные средства. Вот. Чтобы, соответственно, такого не происходило, перво-наперво нужно понимать, что при любом звонке из банка необходимо сразу же незамедлительно прекратить разговор, позвонить на горячую линию банка, указанную на банковской карте каждого банка, сообщить о том, что к ним совершен звонок, и, соответственно, подтвердить, были ли какие-либо операции по банковской карте или нет. В случае, если каких-либо операций не было, рекомендую все же заблокировать банковскую карту, так как реквизиты и данные по ней скомпрометированы, так как мошенники уже получили к ней доступ и, соответственно, будут пытаться неоднократно вас переубедить, сломить, так сказать, и заставить все-таки сделать то, что они хотят. Если вы внезапно нашли на улице банковскую карту и решили не возвращать ее, не знаю, не сообщать в банк о том, что вы нашли банковскую карту, а пытаться с ней расплатиться в любом магазине, там, не знаю, купить продукты, я не знаю, алкоголь, еще что-то, неважно. Соответственно, это и есть уже статья о краже. Все оплаты происходят под камерами, и как бы всех тех, кто совершает платеж с чужой банковской карты, всегда видно и всегда находят. В последнее время еще люди рассказывают о том, что им по телефону предлагают вложиться в инвестиции. Это новый вид мошенничества? Это достаточно старый вид мошенничества, но при этом он приносит самый наибольший ущерб людям. Они всегда минимум от 200-300 тысяч рублей начинаются. То есть на протяжении длительного времени человек, думая, что вкладывает денежные средства в какую-либо финансовую организацию, человек длительное время догадывается, что его обманывают. Он берет деньги у родных, занимает, берет кредиты для того, чтобы только пополнить свой счет и услышать о том, что он стал еще богаче. Рассчитывает потом получить проценты с этого, именно да? так. И рассчитывая на это получить проценты, либо вывести уже заработанные денежные средства. На интернет-сайтах мошенников всегда всегда мошенникам, так скажем, рисуется нужная сумма и рост капитала. То есть те цифры, которые указывают в интернете, в личном кабинете этих инвестиционных компаний, они всегда вручную прописаны мошенникам. Когда потерпевший пытается уже вывести денежные средства, с него вновь пытаются украсть его деньги. Говорят о том, что для того, чтобы вывести деньги, необходимо оплатить налог, комиссию, транспортные услуги, инкассаторские услуги, что угодно. Бывало до 10 дополнительных переводов под различным предлогом, вплоть до оплаты курьера, который привезет эти самые миллионы рублей, которые человек выиграл. Необходимо полностью проверять те организации, с которыми вы собираетесь взаимодействовать. Проверить, какие имеются отзывы. Причем не на одном сайте, не конкретно на сайте организации, ни в коем случае. Там, само собой, всегда будут прописаны самими мошенниками отзывы. Посмотреть, как долго работает эта организация. Можно проверить, как давно был создан сайт организации. Соответственно, к примеру, такой сайт, как 2ip.ru, позволяет, введя название сайта, узнать дату его создания. И там будет отчетливо понятно, допустим, что сайт создан буквально месяц. Все, соответственно, отзывы о том, что якобы человек там длительное время работает через это и получил деньги, они все, соответственно, уже сфальсифицированы. Такая схема мошенничества останавливается в тот момент, когда жертва хочет вывести деньги. Но ей именно это не позволяют и не дают. Соответственно, и это как бы главный признак любой мошеннической организации. Динар, сколько денег за текущий год жители Чувашии перевели мошенникам? До 1 октября такая сумма составила почти 300 миллионов рублей. За прошлый год, за этот же период, эта же сумма составила практически 160 миллионов рублей. Угу. То есть суммы ущерба значительно растут. 2 раза практически, да, больше стало? Именно так. Соответственно, и фактов, количество мошенничеств также неуклонно растет, несмотря на все принимаемые меры по профилактике среди населения о видах мошенничества. К примеру, самое частое это люди, которые хотят что-либо приобрести в интернете. Таких почти 400 преступлений только за этот период, то есть с 1 января по сегодняшний день. Вот. И еще 400 фактов, где мошенники используют ссылки якобы настоящих сайтов для получения предоплаты, для оплаты поездок совместных на сервисах BlaBlaCar, к примеру. Очень часто совершают мошенничество в отношении пожилых людей под предлогом продажи каких-либо вещей через сеть интернета. Вместо, допустим, заказанного спортивного костюма получают трико и, я не знаю, майку. Очень удобный способ защиты от такого вида мошенничества – это требование, чтобы в посылке была указана опись вложения. Недавно произошла ситуация. Женщина, получается, обратилась в банк для того, чтобы снять свои денежные средства.
И более того, еще также взяла кредит для того, чтобы, опять же, обналичить его и перевести куда-то. Сотрудники банка, соответственно, заметили, что женщина ведет себя достаточно подозрительно, обратились в полицию. Не идет ли она на поводу мошенника? Всем нам она утверждала, что денежные средства необходимы для покупки жилья в Москве для ее родственника. То есть она обманывала правоохранительные органы, тем не менее доверяла мошенникам? Именно так. За одну неделю она перевела 7,5 миллионов рублей. То есть все свои накопления плюс кредитные средства. Динар, сколько дел удалось раскрыть в этом году по интернет-мошенничествам и сколько вернуть денег жителям Чувашии? В этом году удалось раскрыть порядка 400 преступлений и вернуть порядка 6 миллионов рублей. Соответственно, то есть, учитывая, что основная масса мошенничества, например, те же самые сотрудники банка, брокерские организации, якобы биржи, они совершаются зачастую с территории сопредельных государств. Исходя из этого возникают определенные сложности, но мы все равно в рамках взаимодействия с Интерполом пытаемся это сделать. Спасибо, Динар. Старший оперуполномоченный отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Динар Садриев знает все о мошенниках и не только то, что успел сегодня рассказать во время нашей программы. Очень полезная информация. Спасибо. Мы желаем вам быть внимательнее и беречь свои денежные средства. До свидания.